В Тбилиси на прошлой неделе начались массовые волнения и протесты с применением насилия. Катализатором всего этого стал факт принятия в первом чтении парламентом республики закона об иностранных агентах. На главной площади грузинской столицы противники закона собрались еще до того, как парламент начал его рассматривать, но после того, как он был грузинскими парламентариями поддержан в первом чтении, это привело к массовым протестам и недовольству собравшихся людей. Как известно, законопроект должен пройти еще 2 чтения, окончательно вступить в силу может только этим летом, если будет поддержан парламентом Грузии в 3-м чтении. По оценкам разных СМИ, участие в демонстрациях против принятия парламентом закона об иностранных агентах приняли от 30 до 50 тысяч человек. Против протестующих грузинская полиция применила водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты. Если говорить об истории самого принятия закона, стоит отметить, что еще в феврале в грузинском парламенте были зарегистрированы 2 версии законопроекта – грузинская и американская. Последняя версия представляет собой перевод закона США о регистрации иноагентов. Согласно грузинской версии документа, агентом иностранного влияния должно считаться юрлицо, свыше 20% финансирования которого идет из-за границы. Так, 7 марта парламентом была принята грузинская версия законопроекта. Отметим, что американская версия закона еще будет на рассмотрении парламента. Представители западных стран недвусмысленно намекают Грузии о том, что принятие подобного закона помешает так называемой евроатлантической интеграции Грузии. И именно это вроде как является главной причиной массовых протестов, хотя мнения тут разнятся. Известно также, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих против закона. В своих соцсетях она опубликовала обращение к протестующим из США, стоя на фоне статуи свободы в Нью-Йорке. Она заявила, что, дескать, грузины видят свое будущее в Европе и, цитата, «никому не позволят отнять это будущее». Все чаще в различных СМИ то, что происходило в эти дни в Тбилиси, стали сравнивать с украинским Евромайданом, против чего высказался председатель правящей грузинской мечты Кабахидзе, назвав это сравнение некорректным и напомнив, что Майдан принес Украине войну. Для нас самым значительным моментом во всем этом стало то, что совершенно неожиданно акции протеста, начинавшиеся как протесты против закона об иноагентах, обернулись скандированием «Сухуми, Сухуми» с трибун протестующих. Это видео стало вирусным во всех соцсетях и заставило усомниться, что истинной целью протестов был именно законопроект. И это не всего лишь повод для чего-то большего. Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджа в интервью российским СМИ сказал, что происходящее сейчас в Грузии можно назвать вторым Майданом. Мы видим, что за этим Майданом стоят определенные силы, так же, как и на Украине. Практически по методичке создается ситуация, которая может обернуться очень трагическими последствиями, пояснил Гвинджа. Он считает, что радикальных сил в Грузии меньшинство, но в результате протестов они могут прийти к власти и начать новую военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии. При этом, добавил Максим Гвинджа, большая часть людей, выкрикивавших на видео требования пойти на Сухум, это приезжие люди, которые прибыли в основном из Украины, в то время как само грузинское правительство с самого начала военной операции вело себя рационально и отказывалось открывать второй фронт. Помощник президента пояснил, что в Грузии есть все предпосылки для развития украинского сценария, особенно если учесть, что в это тяжелое для страны время глава государства находится в Вашингтоне и наверняка советуется с западными партнерами касательно своих действий. И в этом случае надежда только на то, что здравые умы в Грузии окажутся в большинстве и выдержат этот напор, отметил помощник президента по международным делам. Свое мнение о происходящем в Грузии выразил также на своей странице в Facebook посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тани. В частности, он отметил, что люди, собравшиеся у парламента, почему-то начали требовать решения вопроса с Абхазией, сжигать флаг России, петь гимн Украины. Все смешалось в доме Картвельских, написал Таня на своей странице в Facebook.
С момента начала специальной военной операции России на Украине, отметил Таня, некоторые политики стран Запада и Украины разными способами пытались склонить руководство Грузии к развязыванию очередной грузино-абхазской войны. В СМИ эта кровожадная идея распространилась под названием «Второй фронт», целью которого является ослабление и оказание дополнительного давления на Россию. Сегодня от грузинского народа, собравшегося у парламента опротестовать принятие закона об иностранных агентах, мы слышим скандирование «Сухуми, Сухуми» с требованием вернуть Абхазию. Значит ли это, что народ «за», задается вопросом Таня? Очевидно, что в грузинском обществе реваншистские настроения в отношении Абхазии все еще сильны. И этот митинг – очередное тому подтверждение. Но каким образом это имеет отношение к грузинскому закону о прозрачности иностранного влияния? Он же закон об иностранных агентах, отмечает он. По мнению Тани, все, что происходит сейчас в Тбилиси, это отработанные лекала, которые хорошо используются на грузинском обществе для раскачивания ситуации и вынуждения руководства страны пойти на шаг, который, по сути, подвергнет серьезному риску государственность Грузии, считает дипломат.